Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о большом конфликте из-за мелкой аварии. 50 пацанов приехало на 3 пацанов. Это нормально? Что стало причиной? Они просто захотели денег сыметь с мальчишки, с молодого. Они увидели молодой пацаненок. А также взрыв самогонного аппарата, убийство нового возлюбленного бывшей жены и задержание курьера мошенников. Но вы знали, что вы обманываете мужа? Да, знал. Это и не только. Прямо сейчас. Небольшая авария во дворе одного из домов на улице Мавлютова в Казани стала причиной большой разборки между водителями и их друзьями. Молодой человек за рулем «Лады», пропуская заезжающую во двор машину, сдал назад и задел припаркованный «Опель». Повреждения, как посчитал предполагаемый виновник, были небольшими. Уезжать с места не стал. Самому в такой ситуации это было бы неприятно, а нашел владельца и предложил решить вопрос мирно. Чтобы не тратить драгоценное время, он был мобилизован, и всего через несколько часов молодому человеку надо было уезжать на полигон. Но запрошенная сумма владельцам немолодого «Опеля» привела водителя «Лады» в шок, а методы попытки ее получения заставили жителей дома вызвать полицию. Ну, права так получил 2 недели тому назад. Это мой братишка. Он давал заднюю форму. Он искал место для парковки. По вечерам это непросто. Проехал по всему двору, куда поставить машину не нашел. И при выезде решил пропустить автомобили. Чуть сдал назад и задел припаркованный «Опель». Иномарку видят впервые. Говорит, ее владелец живет не в их доме. Телефон был написан. И он позвонил владельцу, чтобы решить вопрос как можно быстрее. Вот в понедельник, завтра в 4 утра вызывает, все, он будет мобилизованный, он уезжает. Я же по факту уехать мог, честно говоря. Камер нет, тут ничего. Я, поступил по-человечески. Признается, хотел выспаться, но уезжать не позволила совесть, хотя повреждения «Опеля» считал несущественными. С правой стороны бампер сорвало с креплений. Но дозвонился до владельца иномарки, обо всем рассказал и предложил для ускорения процесса решить вопрос без бумажной волокиты. Разошлись бы на мирно. Просто завтра в сервис мне предлагали привезти. Привез бы машину. Он говорит, я тебе не доверяю. Я говорю, смотри. Просто человеческий фактор, все равно должен быть. Я говорю, дома будешь сейчас спать. Я говорю, в 4 утра на полигон мне надо ехать. Но владелец иномарки приехал не один. Вместе с ним к месту происшествия приехали и его товарищи. Водитель «Лады» позвал своих друзей. Тут еще 50 пацанов приехало с их стороны. Я вышла, просто их всех разгнала, потому что вот здесь живу. У меня там дети вот спать легли. Сейчас я вижу вот в окно, я просто офигеваю. 50 пацанов приехало на 3 пацанов. Это нормально? Их сначала трое было, потом еще человек 10 подошло. Человек 15 уже, грубо говоря. Но я один. Я своим близким. Мало ли, что вдруг. Конфликт, который не дал жильцам ближайших домов уснуть, разгорелся из-за денег. Они просто захотели денег сыметь с мальчишки, с молодого. Они увидели молодой пацаненок, и решили, видимо, с него срубить. А тут вот такая вот получилась ситуация. Он мне 35 тысяч давай. Какие 35 тысяч? Я говорю, я сумму человек позвонил, потом свой сервис, узнали, что да как. Говорит, там 1002 максимум. Понятно, что на деньги пытаются развести. Все, считай. Я говорю, давай через гаишника будем решать вопрос. Все, хорошо, без вопросов. Ждем гайцов, что да как. Потом подъехала еще толпа, тут что-то гнать начали, что-то на мах что-то начали идти, драться хотят. Полицию вызвали жители ближайшего дома, возмущенные громкими криками, мешающими спать и несправедливостью в отношении их соседа. К приезду стражи порядка большая часть сочувствующих разошлась. Аварию на месте оформили автоинспекторы. Компенсировать ущерб владельцу «Опеля» будет теперь страховая компания. Армиль Шайдулин, Константин Бушуев, «Вызов 112». Груженный УАЗ опрокинулся на бок в результате столкновения с «Ладой Гранта» в Нижнекамске. Женщина-водитель легковушки при повороте налево не пропустила едущий прямо встречный грузовик. В результате сильного удара «Лада» получила серьезные повреждения, а УАЗ завалился на бок. 2 людям понадобилась медицинская помощь. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором. Водитель «Лады Гранта» при повороте налево не пропустила груженный встречный УАЗ, который ехал в прямом направлении. Почему, будут позже выяснять автоинспекторы. Удар был сильный. Правая сторона легковушки сильно деформирована. УАЗ же завалился на бок, рассыпав содержимое кузова на проезжую часть. В легковой машине находились 3 человека. В УАЗе один 50-летний водитель, он не пострадал. Пассажир автомобиля «Лада Гранта» с травмой локтевого сустава осмотрен на месте ДТП дежурным врачом. Пассажирка автомобиля «Лада Гранта» 1960 года рождения с предварительным диагнозом
перелом ключицы, ушиб мягких тканей грудной клетки, тупой травма живота, доставлен в больницу. Перекресток Мира Корабельной в Нижнекамске довольно сильно загружен. Авария тут не редкость. К слову, совсем недавно здесь произошло похожее дорожно-транспортное происшествие. Легковушка на повороте подрезала большой груз трубами. Водитель тягача, избегая столкновения с машиной, съехал на обочину и снес знак. Радик Фархулин, Алмаз Кашаев, Максим Липин. Вызов 112. Самогонный аппарат во время работы взорвался в одной из квартир по Московскому проспекту в Челнах. Громкий хлопок произошел в воскресенье в полночь. На место прибыли все экстренные службы. Пожара не было, но сам хлопок был такой силой, что во всей квартире выбило окна. Это несмотря на то, что сам аппарат стоял в ванной. Несущие конструкции здания были не повреждены. Помощь медиков потребовалась 42-летнему хозяину квартиры. Его с различными травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В Челнах 43-летний мужчина обвиняется в убийстве нового сожителя своей бывшей супруги. По версии следствия, в выходные он созвонился с женщиной и договорились встретиться рядом с одним из домов на проспекте Сюмбике. При этом женщина пришла на встречу с новым 42-летним сожителем, а подозреваемый взял с собой 2 ножа. В ходе общения между ним и его оппонентом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине несколько ударов в жизненно важные органы. В дальнейшем потерпевшего довели до дома прохожие, где он скончался. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье убийства. Причастность к совершению преступления он полностью признал. 600 тысяч рублей отдала альметьевская пенсионерка за спасение своей внучки от уголовной ответственности. Обманули 86-летнюю женщину по давно проверенной схеме. Сообщили об аварии, в которой ее родственница якобы была виновна. При этом торопили, не давали опомниться и адекватно оценить ситуацию. А на сбор денег дали всего 10 минут. Но вы знали, что вы обманываете бабушку? Да, знал. О том, что ее обманули, пенсионерка и сама узнала через несколько минут после визита этого мужчины. Незадолго до того ей позвонил неизвестный и сообщил о произошедшей беде. По легенде, внучка перебегала проезжую часть в неустановленном месте, и по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Владелец автомобиля получил травмы, находится в больнице, и на лечение требуется 600 тысяч рублей. При этом пенсионерке запретили с кем-либо общаться на эту тему, торопили, на сбор денег дали всего 10 минут. Сбережения она хранила дома, в банк идти не пришлось, и вскоре передала их курьеру. Для 27-летнего жителя Альметьевска, по его же собственному признанию, это был первый визит в качестве курьера мошенников. Но что он делает, прекрасно понимал. Выяснено, что подозреваемый в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка различного вида. Так называемые работодатели предложили ему забрать деньги у пенсионерки и перечислить деньги на их счет. Зарплату обещали хорошую, работа не пыльная. На все ушло меньше часа, и мужчина тут же согласился. Я поехал на адрес, забрал деньги, положил на карту и отправил ему на различные счета. А себе оставили как-нибудь сумму? Да. Сколько? 48. Что сделали с этими деньгами? Раздал долги. 12 тысяч осталось. После визита этого молодого человека к пенсионерке пришла ее дочь. Ей женщина и рассказала о произошедшем. Вместе они позвонили внучке, убедились, что с ней все хорошо, поняли, что стали жертвой мошенников, и тут же обратились в полицию. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам курьер был установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель Альметьевска. Мужчина признался в содеянном. Но кроме раскаяния сообщить ему было нечего. Своего работодателя он не знал и ни разу не видел. Но по Уголовному кодексу он является таким же соучастником мошенничества. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, следующие 5 лет он может провести в местах лишения свободы. Иван Сарафанов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.